Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока «О чем рассказывает музыкальный жанр». На этом уроке мы узнаем, как композиторы обращались к тем или иным музыкальным жанрам. Огромный мир музыкального содержания зашифрован прежде всего в жанрах. Есть даже такое понятие «память жанра», указывающее, что в жанрах накоплен огромный ассоциативный опыт, вызывающий у слушателя определенные образы и представления. Например, что представляется нам, когда мы слушаем вальс или польку, марш или колыбельную песню? Не правда ли, в нашем воображении тотчас возникают кружащиеся в благородном танце пары, вальс, веселая молодежь, оживленная и смеющаяся полька, торжественная поступь, нарядные мундиры, марш, ласковый материнский голос, родной дом, колыбельная. Такие или похожие представления вызывают эти жанры у всех людей мира. О способности музыки вызывать в памяти образы и представления писали многие поэты, в частности Александр Блок. Под звуки прошлое встает, и близким кажется и ясным. То для меня мечта поет, то веет таинством прекрасным. Обращение к определенным жанрам и у самих композиторов нередко вызывало яркие и живые образы. Так существует легенда о том, что Фредерик Шопен, сочиняя полонез ля бемоль мажор, увидел вокруг себя торжественное шествие кавалеров и дам былых времен.
Благодаря такой особенности музыкальных жанров, заключающих в себе огромные пласты воспоминаний, представлений и образов, многие из них используются композиторами намеренно для заострения того или иного жизненного содержания. Вводя их в свои произведения, композитор достигает эффекта полной достоверности, погружает слушателя в колорит времени и пространства. Так, польский акт в Иване Сусанине Михаила Глинки, благодаря использованию жанров мазурки и полонеза, становится тонкой характеристикой польской шляхты. Эта музыкальная характеристика затем звучит в сцене гибели поляков и Сусанина. Народные былины в Садко римского-корсакова придают опере эпический смысл, характеризуя героев в возвышенно-поэтическом ключе. Хорал в кантате Александр Невский Сергея Прокофьева становится ярким средством характеристики рыцарей-крестоносцев. Опора на народный жанр или жанр древнего искусства нередко становится средством постижения общечеловеческих культурных ценностей. Как много сумел сказать француз Марис Равель в своем испанском танце «Болеро», Михаил Глинка в испанских увертюрах «Аргонская охота» и «Ночь в Мадриде», Модест Мусоргский в «Старом замке», погружающий нас в атмосферу средневековой Европе с ее трубадурами и величественно-печальными рыцарями, Петр Чайковский в итальянском «Каприччо». Таким образом, подобными примерами полна многовековая история музыки. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.